Здравствуйте, уважаемые зрители! Тема сегодняшнего видео «Ни о чем не думай, просто слушай». Видео актуально как для мужчин, так и для женщин в любой момент, на момент просмотра видео. Мужчины, пожалуйста, переворачивайте информацию на себя. Для начала, по традиции, мы посмотрим ваш портрет, кто вы, кто пришел на расклад, и если с вами резонирует, то продолжаем смотреть дальше. Если не резонирует, ничего писать не нужно, вы можете посмотреть другие видео на нашем канале или на канале других авторов. Гадать сегодня мы будем на данной колоде, которую вы сейчас видите на экране. Продолжаем наш расклад. Сейчас расслабьтесь, ни о ком и ни о чем не думайте. Думайте только о себе. Посмотрим ваш портрет, вашу характеристику. Кто вы, кто пришел на расклад. Вы, правда, особо ни о ком и не паритесь. Вы знаете, все, что происходит вокруг вас, все происходит по справедливости, так, как должно по судьбе. Кто вам мешает, вставляет палки в колеса, кто вас обижает, получает по справедливости. У вас внутренняя вот эта вот сильная энергия, мощь. Я бы еще сказала, да, вы человек, который оттачивает себя постоянно, каждый день, да, возможно, даже вот в этой силе. Здесь человек, который что-то понял, осознал, как проявлять себя, как взаимодействовать с обществом. То есть здесь человек, у которого сложился определенно какой-то опыт, жизненный опыт. Поэтому здесь, я бы даже сказала, вы больше не судите, а вы смотрите на это с призмы как психолог, как учитель, с точки зрения учителя. Вот сами стараетесь поступать именно справедливо, даже к себе. Вы человек мужских энергий, не женских здесь энергий, да, вы мужских энергий. Преодолел сложности, и вы вот понимаете цену, какой ценой, ощущаете землю под ногами, стараетесь, стремитесь куда-то, направляете свои силы, энергию во что-то такое, что является работа, деятельность. Да, здесь мужские энергии, поэтому вы вот как-то, знаете, много, может быть, и общаетесь с кем-то, кто вас чему-то обучает. Также вы на что-то можете сами открывать себе и людям глаза. Также вы человек, который успокоение для души. То есть вы можете успокаивать чью-то душу, лечить душу. А вообще по жизни победитель, творец, создатель. Также человек, который переиграл эту судьбу. Знаете, у вас в вашей жизни было так, что я уже тонула, уже все, плюнула, махнула рукой, и в одночасье вот вы такая всплываете или восстаете как феникс из пепла и возрождаетесь, может быть, даже реинкарнируетесь, становитесь другой. Здесь была женщина, стала мужчина. Здесь, кстати, смотрят женщины не все. Большинство женщин, которые росли без отца или без внимания этого отца. Здесь поэтому такая есть мужская выдержка какая-то. Здесь женщины могут, знаете, носить какие-то или аксессуары, или даже одежду, которую купили в мужском отделении. Вот так. Вам идет широкое, свободное, или вы такое носите, широкое, свободное. Не любите то, что сдавливает, сковывает. Также вы человек, который радует, позитивен и наслаждается этой жизнью. Да, вы человек, который подсвечивает всем. Очень хорошее чувство юмора. Вы чувствуете себя всегда в выигрыше, на коне, победителем или человеком, у которого, да, очень много каких-то положительных достоинств. Также вы человек, который переписал свою жизнь. На сегодняшний день здесь есть какая-то схема или план действий на будущее. Очень справедливы, мудры. Все взвешиваете перед началом нового дела. Даже вступая в отношения, взвешиваете все. Здесь можете быть, знаете, вот таким человеком, который приходит в жизнь других людей как шанс. Даже люди могут быть от вас зависимы в чем-то, в чувствах, в чем угодно, в ресурсах. Вы показываете направление.
И вы знаете, вы умеете строить, вы умеете и разрушать. Разрушать в том случае, если вас обидеть, если с вами не по плану, если вас предали, вы все и разрушите. Как строили, так и разрушите. Вам не жалко, вы можете построить новое. У вас очень много сил. Сил, энергии. Вы сама себе мужчина, поэтому вы не нуждаетесь. Такая женщина, которая не нуждается в мужчине или в мужском обществе. Она, если захочет, она будет с мужчиной, да? Но вот тут, знаете, она спрашивает себя, а зачем, если я сама вот как мужчина? Все могу, горы, да, даже подвинуть. Императрица. Вы женщина, которая скорее дает и направление, и жизнь, и возможности кому-то на самом деле. Также вы человек, который наделен не только хорошим чувством юмора, но и чувством позаботиться, опека. Также вы можете сострадать, вы можете сопереживать. У вас есть душа, у вас есть сердце. Но вот это вот сердце, оно чем-то, знаете, закрывается таким холодным, хотя внутри теплое. Вот какие-то раны. Здесь такие обстоятельства в жизни вашей не особо позитивного характера. Это могут быть отношения. Вы еще помните что-то, да, или кто-то вас в отношениях обидел. Здесь могло быть даже не то чтобы недопонимание, здесь вы чувствовали, что вас не любят или используют. А для кого-то здесь женщина вот была как картинка рядом. Вот идет, да, красивая женщина. Вот посмотрите, у меня какая женщина, да, вот. То есть, опять-таки, использование как ресурса. Но здесь не совсем, да, такая мужская. Здесь внутри можете мужская быть. А внешне привлекательная. Вы привлекаете взгляды мужчин. Но к вам боятся подходить. Здесь дьявол выходит. Здесь дьявол, можно так сказать, стопорит и с другой стороны тянет. Тянет и боятся. Здесь могут быть так даже, что пригласили на свидание, а после свидания, да, вот куда-то убежали эти мужчины, потому что они испугались силы, сильной женщины. Здесь, может быть, даже вы сами не понимаете, что со мной не так. На самом деле здесь все в порядке. Здесь просто вокруг вас какие-то вот слабые мужчины. А так, в принципе, да, вы сами понимаете, что если вы чего-то захотите, оно всегда есть. Или получается у вас, или вы это притянете. У вас очень и чуйка хорошо работает, и интуиция. Здесь опираетесь вот на свою голову, на интуицию, на сердце. Также умеете, возможно, или занимаетесь практиками, или умеете, да, что-то вот делать такое. Можно так сказать, даже человек вот как-то может сдвигать горы, именно, да, махая руками. Вот не махая руками, а вот сосредотачиваясь, да, и вы чувствуете, что предмет подвигается куда-то в сторону. Или подвигать предметы, подвигать силой мысли. Очень мудрая, очень такая подкованная в этих делах, особенно практики. Или же еще практики очень хорошо на вас воздействуют, и работаете вы с ними очень хорошо. У кого-то что-то сейчас, да, или сбывается, или получается. Вот и делали, если вы ритуал на деньги или на что-то, да, и у вас раз получилось. Проговаривали что-то, и оно сбылось. Вы могли сами замечать, как вот какие-то маленькие действия такие происходят, как нашла перышко. Да, я понимаю, что со мной защита, ангел-хранитель. Но потом, да, вот вы можете и на деле увидеть что-то, что реально вас защитило. Вы стояли, мимо вас пронесся автобус огромный, быстро, да, вот в нескольких шагах. И вы понимаете, что вы реально под защитой. Иногда бывает даже, знаете, под вашей энергией содрогается земля, реально. Или вы где жили, там вот как трясется земля, тряслась земля.
своей силой, даже вот умеете от себя отбрасывать негативных людей, негативные ситуации, притягиваете деньги, умеете работать, кстати, с денежной энергией, также умеете делать очень хорошо практики на изобилие, богатство, вот такое. Вы умеете, у вас есть к этому сила, дар, притягивать деньги. Вы даже о них подумаете, они у вас появляются. Вами, знаете, когда мужчина находится с вами в отношениях, противоположный пол, вот здесь то чувство, как будто бы не можешь вами напиться. Да, вот даже такое вот есть такое, я бы тебя затискал, я бы тебя закусал бы, да, но это именно из-за чувства любви, именно из-за чувства притяжения. И ты вот не знаешь, да, вот как-то, как вас вот все объемлять так хорошенечко, да, взять вас, вот что, вот даже тискаешь вроде, но этого мало, да, вот такая вы, что вами очень сложно насытиться. Вот хочется, и оно вот как-то мало вас, мало, еще хочется вас. Вот так вот. Также, знаете, вы еще в общении такая, что с вами безостановочно можно интересно побеседовать, общаться, даже прощаться не хочется. Можете даже и до утра с кем-то сидеть, просиживать, ла-ла-ла, вот так вот, знаете. Ну, вы человек дорог, путешественник, или любите путешествовать, любите находиться где-то, ходить по каким-то тропинкам, природам там и так далее, да? Вам вообще интересно все, что окружает, в особенности природа, природные какие-то места, океаны, моря или, в принципе, лес. У вас еще есть какие-то надежды, что в будущем, да, что-то поменяется. Вы сейчас думаете о переменах. Вы сейчас складываете чемоданчики или вещи в чемоданчики. Кто-то сейчас куда-то собирается, направляется. Причем куда-то в интересную дорогу путь. У кого-то есть планы, например, вообще никуда не уезжать. А это лето, например, да, провести именно вот как-то органично. Да, хочется на море, ну, мы куда-нибудь на природу съездим, просто посидим у костра, да, хочется вот какой-то такой уютной атмосферы. А что, и костра достаточно, да, и даже поджарить корочки хлеба, вот как-то так. А почему нет? Главное, это состояние, да. Знаете, за окном вот как раз сейчас такой сигнал подается, а вот кому-то бы на самом деле не помешало бы, следовало бы, вот как сигнал, да, пип-пип такой, следует куда-то отправиться, возможно, даже в места природы. Вот как совет вам. А еще очень хорошо, да, в теплое именно время года стать боссой на землю, вот где-то в лесу, почувствовать вот эту энергию. Впитать в себя в эту энергию. Дерево очень хорошо обнимать. Притом, знаете, дерево должно быть ровненьким. Вот без всяких вот таких сломанных веток, да, там обломленные бывают деревья. Или такое вот есть на дереве, как опухоли, знаете, вот такое. Оно должно быть ровненькое, это дерево. И вот попробуйте, и молодое, попробуйте обнять это дерево, постоять. И энергия именно природы пойдет в вас. Здесь, кстати, состояние успокоения почувствуете. То чувство, когда вас любят, если кто чувствует себя, меня недолюбили, меня не любят, все, мир против меня настроен, да, вот есть такое чувство. Вот именно попробуйте данные практики. Так, хорошо. Сейчас ни о чем не думаем, просто слушаем, продолжаем. Если с вами проигрывают энергии, продолжаем смотреть дальше. Вы кого-то в покое не оставляете, ваша внешность, здесь идет конкретное какое-то наблюдение и наслаждение вашей красотой. Да, кто-то вот говорит, наслаждается именно, какая вы красивая. Все у вас так ровненько, изящно, вот как проработано, как какая-то вот или скульптурка, или ограненный, дорогой, драгоценный камень. Такая женщина, которая за собой ухаживает. Кто-то наслаждается вашим эстетическим внешним видом. Возможно, даже какими-то внешними данными, да, фигура ваша или то, в чем вы одеты. Здесь такой премиальный вкус.
класса люкс. Даже если вы просто одеты, вы все равно вызываете интерес, да, к тому, как вы одеты. Хоть и просто, но вот как-то даже со вкусом. Со вкусом. Потому что, знаете, почему у вас вот этот вот вкус? Даже вы можете особо, вот как оделась и пошла, особо не подбирая, но вот люди замечают, у нее вкус хороший, да, она вроде простенько одета, но вот как-то так гениально, гениально. А здесь потому что внутренний баланс, внутренний порядок. Вы, кстати, сейчас, возможно, занимаетесь именно выравниванием своей психоэмоциональной сферы. Знаете, здесь вот чувство такого 5-го дома, да, как будто входят такие энергии, которые попускают вас на какие-то действия, связанные или с уходом за собой, да, или с возделыванием чего-то нового, чего вы раньше не пробовали. Там вязать крючком, может быть, печь новые какие-то рецепты, блюда, вернее, готовить. То есть пробовать себя в чем-то новом, покататься на роликах, на которые раньше никогда в жизни не вставала, да, попробовать, поучиться. Может быть, сесть на велосипед, на котором никогда не ездила, да, там и так далее. А тут, знаете, очень многое в жизни как будто бы собирается по каким-то пазлам. Эти пазлы собираете вы же сама. Сами того не понимаете. Интуитивная проработка. Я вам так скажу, здесь, может быть, даже вы нацелены на улучшение внутреннего состояния, и вот здесь гармонично как-то все проходит, приходит, да, вот как инсайты входит в вашу жизнь, восстанавливая вашу энергию, ваш баланс. Возможно, здесь даже кто-то отказался от каких-то отношений ради внутреннего баланса. Вот кто-то мог отказаться, именно зависел, да, от этих отношений, или не могла не думать ни о нем там, и так далее. Но вот сейчас как-то вы почувствовали, когда вы освободились от данных мыслей о ком-то или переживаниях, да, или, может быть, это и токсичные отношения, вы вот как-то даже почувствовали, что а мне, в принципе, вполне себе хорошо или самой, наедине с собой, со своими какими-то делами, может быть, даже и домашними, да, вполне себе хорошо. И здесь чувство, да, такого, что все еще впереди и будет еще лучше. О вас думает очень много мужчина, складывает вас вот как по пазлам, представляет вас в чем-то. По дьяволу, я бы сказала, да, такие могут быть и бурные какие-то фантазии, такого постельного характера. Ваше физическое тело привлекает внимание. Также здесь, я бы сказала, у вас есть какие-то части, элементы на теле, которые возбуждают данного человека. Человек намерен, знаете, вот как-то решительно двигаться в вашу сторону или объясниться вам в чем-то, признаться, может быть, даже. У человека очень много эгоизма, но вот человек все же, да, как-никак переламывает или ломает себя в чем-то, да, вот касаемо этого эгоизма. Никогда я не привык за кем-то бегать, но вот я же хочу. Я должен этого добиться, да, я подойду, я начну взаимодействовать, да, вот как-то собрать себя в кучку, в кулак, и все же двигаться к вам, какая бы, да, гордыня ни была в нем, потому что здесь очень много чувств. Здесь чувства человека к вам, они, знаете, даже затмевают все его вот капризы какие-то. Вот он капризный может быть, да, или вот какой-то не привык так, или не привык за женщинами бегать. Женщины бегают за мной, а вот здесь вот все иначе. Любишь или хочешь, да, вот что-то дорогого, ценного, так действуй, бесплатно это не дается, да, вот как-то так, или просто так не лежит. Все, что простое, да, лежит просто так и дается просто так. Это касается даже, вот смотрите-ка, и женщин, да, которые вот пытаются понравиться мужчинам, которые вот реально пытаются подстилываться, делать все так, как нравится ему. Вот оно не ценится. А поймите, то, что надо зарабатывать, то, что, заметьте, все самое лучшее зачастую, да, вот бывает, например, лучший автомобиль, он дорогой, а вот на простом никто не хочет. А почему, да? Вот так вот, потому что неинтересно. А вот то, что подороже, то, что красивее, то, что лучше, то, что качественнее, да, это надо заработать. Вот так же и в людях оно. Хочется вот эту женщину, надо ее заслужить.
Даже вот человек как-то пытается и бросить, может быть, не пытается, а бросает свое, а действует к вам. Или, да, ломает себя внутри, что я должен думать здесь о делах, о работе, может быть, или о футболе, там, не знаю, о чем, о хоккее. Да, вот я думаю о ней. Вот меня это ломает. Есть чувство к вам. Но вы к данному человеку-то не особо расположены. Вы даже, вы знаете, как-то начеку. Или же, да, вы можете еще так проявляться к нему, как опять этот идиот, опять этот придурок. Да, вот в таком плане. Ой, не надо, мне не надо. Может быть, даже это бывший человек, от которого вы вот так вот стоите. Подойдешь, убью. Что еще здесь? Ну, вам нравятся другие мужчины, или вы этого уже знаете, вы уже все поняли, вам хочется других эмоций. Вам хочется, вы знаете, даже вы сами сейчас можете не понимать, чего вам хочется от мужчины. Да, определенно что-то есть такое в голове, как банальное, там добрый, искренний, там хороший, да, там. А в целом, если разбираться глубже, да, вот какой он должен быть, вы сами еще пока не понимаете. Вы можете даже вот как-то сомневаться в себе, там, я бы хотела, да, чтобы он меня постоянно обнимал, но я же иногда этого ненавижу, да, хочу просто иногда своего простора и воздуха. Вот так вот. И вот не понимаю, с одной стороны хочу, с другой не хочу. И вот начинаете понимать, что, может быть, я чересчур привередлива бываю, или даже к выбору своему привередлива. Вот как-то так. Любите себя, и это самое важное. Знаете, вот так женщина, у которой очень много каких-то качеств, хороших достоинств, та женщина, которая мила. Мила, но в этой женщине однозначно, я говорю, есть что-то такое, что твердое такое внутри, да, это вот ваша сильная вот эта энергия, характеристика, мужские энергии. Хотя на внешний вид очень мила. И вы знаете, иногда бываете вы такая... Не поймешь, что сейчас вы думаете. Хотя вы обещали то, на самом деле вы можете уже и передумать. Непредсказуемое. Иногда бываете, вы знаете, налегке, а иногда бываете очень сложны. Не так легко, да. Иногда бывает не так легко с вами взаимодействовать, как хотелось бы. Хотя на первый взгляд можете казаться, да, я ее добьюсь, да вообще на раз-два, вообще как два пальца. А тут раз и не получается, да, загвоздка, все пошло не по плану. Вы, кстати, умеете махать вот этим вот красным флагом. В том плане, что у вас есть такие какие-то... ваши привычки, может быть, соблазнять. Но потом, знаете, вот натягивать хомут и жестко вот просто тянуть этот хомут, да, на кого-то. То есть у вас, я говорю, внутренняя сила. А здесь, знаете, как такая заманка какая-то. Вот мухомор, он такой красивенький, вот как в сказке. Смотришь на него, откусишь и сразу же откинешься, да, в сторону. Вот как-то так. Вы вот такая, умеете вы к себе, ну, я говорю, вы имеете такую энергию, которая тянет к себе, которая манит к себе. Но вот за этим что-то есть. За этим или дорого платить, или вот, да, ты еще у меня узнаешь, какой у меня характер. Да, это я так сверху не показываю это, не проявляю свои минусовые качества. Ну, а кто проявляет свои минусовые качества? Да, вот сразу все вот показывают себя с хорошей стороны. Но вы умеете себя и защитить. Я говорю, умеете быстренько столкнуть того в сторону, кто вам не нужен. Или кто мешает вам, или плохо к вам относится. Хотя вы такая, хотите любви, хотите эмоций. Но хотите все вот как-то, знаете, по времени, по порядку. Вы хотите эмоций, но вы хотите нормальных эмоций, адекватных. Вы не хотите
каких-то интрижек, там, американских горочек, да, вот, чтобы вот что-то сидеть, думать, где он, во сколько придет, почему не пишет, там, и так далее. Голову ломать вы это не хотите. Вам нужно вот четко ясно, но, с другой стороны, вы хотите от этого человека романтичных каких-то действий, да, приятных, душевных. Угу. Слушайте, тут прям все поток, да, и вот даже то, что происходит сейчас за окном, вот слышу, да, какая-то коробка прям упала. Здесь есть то чувство, что вы женщина точно вот такая, да, которая не бесплатна. Вот так давайте назовем, да, что все просто так, такая женщина не дается. Однозначно здесь, чтобы эту женщину, быть с этой женщиной, да, здесь нужно очень хорошо вкладываться или работать над отношениями. Не так, что все, теперь сиди дома, вари борщи. Нет. Здесь надо с этой женщиной работать, взаимодействовать. Иначе вы вот как этот груз, как сейчас там что-то скинули, да, вот скинете так же. Неважно, сколько времени прошло, 10 лет, вам не жалко, вы раз скинула и пошла дальше. Как будто бы у вас неограниченное количество в этой жизни времени. Вот так вот. Вы знаете, еще такой человек, который не ограничивает себя на одном человеке. Раньше, может быть, было так, да, такое. Одна подружка, да я за нее вот держалась, столько лет мы продружили, и в одночасье мы разошлись, или поругались, поссорились, или какой-то неприятный инцидент случился, и я об этом сожалею, плачу, рыдаю в подушку, или это отношения какие-то, да, такого же характера. Но вы научились на самом деле препятствовать этому сейчас, да, и вот находиться в каком-то даже неком уединении. И не мешает оно вам. Вам даже, знаете, вот в какой-то степени уединение ваш друг. В это время вы можете корректировать свою жизнь, заботиться о себе, наслаждаться этой жизнью и так далее. Вы поняли, в чем смысл жизни? Да, он не заключается только на каких-то любовных отношениях. Да, он заключается в первую очередь на любви к себе. На любви к себе. Люби себя, полюбят тебя все. Вот так вот. Так, что здесь еще? Вы знаете, вот тут еще такое показывает, что вы можете находиться одна, и вот кто-то где-то один, но он, да, вот борется, даже не борется с одиночеством, он ломается внутри, потому что вот ему плохо, он не может, он не научился быть в одиночестве и не знает, как с этим справляться. Да? Человек, возможно, ищет какую-то замену, но не может найти, пытается, может быть, обращаться к каким-то специалистам, может быть, к психологам или принимать, может быть, какие-то БАДы, добавки там, и так далее ради успокоения, заниматься спортом или еще чем-то, как-то отвлекать. Но не получается, от себя не убежишь. Да? И вот тут то же самое. Хотя вы научились, и вы проработали. Вот это состояние, да, это для вас ценно, что вы это умеете, например, да, что вы обходитесь без компании людей. Вот бывают люди, они не могут в одиночестве, они не могут только с одной. Им надо 10 подруг, 10, да, компанию друзей. Вот так им веселее, им так лучше, потому что это люди слабые, они часто тянутся к компании, да, они чувствуют там себя более защищенными, нужными и так далее. То есть они не могут найти нужность в себе, сам в себе, они ищут ее в окружающих. А вы же человек, которому, в принципе, неплохо, да, даже лучше, я бы сказала, вот так вот побыть с собой, подумать, поразмышлять. Только в тишине приходят самые умные идеи. Вот помните об этом, и это правда. Самые мудрые решения. Вот не знаете, когда что делать, вот лучше просто посидите сама в себе и послушайте себя изнутри. И вот придет однозначно мудрый совет. Пусть это будет день размышлений, 2, 3, неделька. Но я вам так скажу, что многое что за это время поменяется, нежели пока вы находились с друзьями, где-то чувствовали, не чувствовали, а именно слушали кого-то, обращались к кому-то. Ну так вот. То есть в себе вы найдете больше ресурса,
больше нужных ответов, нежели в окружении. Окружение может, наоборот, мешать или, знаете, вот я бы еще сказала, отвлекать вас от правильных ответов, от правильного решения. А вот человек этот, который о вас думает, о вас переживает, он хочет быть с вами. Не хватает ему вас, и он ищет вас в других людях. Но здесь тщетно. Человек не может найти вот этой самой энергии. Вас даже, знаете, могут ненавидеть за то, что вы умеете находиться одна. За то, что вы умеете одна и действовать. Знаете, вот как будто все даже, знаете, косо смотрят или противятся этому состоянию. Как так вот, да, вот так вот. Или одна без отношений. Исправляется, и получается, и удивляет. Это вот как одна женщина сейчас, да, вот показывают в США, или где она в лесу живет одна. Притом у нее погиб муж, и ей пришлось из города уехать вообще в лес. Да, она купила, как это, дача, по-русски это дача, да, по-чешски это хата, дачу в лесу, в диком вообще лесу. Да, там есть соседи, но каждому далеко идти и так далее. И то соседи с друг другом вообще не взаимодействуют. Нет у них такого, да, вот именно там. И вот она находится там одна. И она совсем справляется одна. Она же и колет дрова, она же и обставила все вокруг для себя, и построила гараж там и так далее. То есть тут же, да, та ситуация, о которой завидуют, что вы в одиночку, да, умеете справиться. Даже какие-то и финансовые трудности, сложности или заработки ваши, вот вы умеете заработать. Тоже, да, вот есть доля такой некой, мне бы тоже себя такому научить, но я не могу. И с другой стороны, да, в чем-то зависть или обида на себя, что я не такой. Вот она, оставь ее в каких-то условиях, справится, а я нет. Так, что еще? Давайте посмотрим. Скажут карты. Просто слушайте, ни о чем не думайте, ни о ком, ни о чем сейчас не думайте. Тут идет выстроение каких-то планов. Не все планы сбудутся, не все. Сразу могу сказать, потому что вы не успеете просто, да, за все сразу схватиться. Но то, что главное, оно будет сделано. Вот это самое хорошее. Возможно, даже я бы так сказала, то, что вы не успели сделать, оно не особо-то и нужно. Сами подумайте. Здесь образование пары, да, или же внутреннее такого состояние, гармония, улучшение состояния, самочувствия. Даже, вы знаете, как-то отпустила. А у кого-то именно здесь идет знакомство. Знакомство такого романтического, приятного характера, где вы почувствуете себя женщиной. Может быть даже девочкой, да, вот такой маленькой, о которой заботятся. Здесь есть, знаете, такие даже моменты, как ты сиди, я сам сбегаю, или я все заплачу, успокойся, да, сиди, не переживай. Чувство такого ответственности за вас, безопасности. Но здесь может быть даже все равно внутреннее такое беспокойство. Да, Луна выходит, это то чувство, а вдруг не накинет плед, а вдруг я замерзну, да, вот такое вот. Сейчас принесу, а вдруг он не придет. Вот как-то вас это внутреннее не отпускает. Вы человек вообще, я так скажу, очень практичный и очень надежный. Здесь есть такая даже подстраховка себя на всякий случай. А вдруг, хоть он пообещал мне принести плед, а вдруг он не придет, да, с этим пледом или забудет этот плед.
А в вашу жизнь идет человек, который предоставит вам именно или деньги вот конкретно, да, или богатый человек. Здесь человек с деньгами, может, и с бизнесом, император, да. Вообще, может, даже влиятельный. Тот, который может даже влиять деньгами, управлять деньгами. Может даже быть даже еще человек, да, который, в руках которого крутятся большие деньги. Вот этот человек будет проявлять себя романтично по отношению к вам, но у вас тут сомнения. Да, вы подстраховываетесь с одной стороны, с другой стороны сомневаетесь. У вас другое сложение о таких людях. Да, если человек богатый, не вот так ко мне относится, здесь что-то подозрительно. Да, вот такое чувство, именно когда вы в чем-то можете его подозревать. А вдруг это неправда или да, он вообще врет. Но данный человек идет для улучшения вашего финансового состояния. Благодаря этому человеку улучшится ваша финансовая составляющая. Даже вот как-то, да, камень с души какой-то спадет. А вы не надеялись. Вы, знаете, скорее будете даже с данным человеком особо не напрягаться. Или войдете в отношения, не напрягаясь как-то. Поэтому здесь течет вот эта вот денежная энергия. Вообще деньги, да, это такая энергия, которая не любит даже внутренних каких-то противостояний. Или когда в них не верит человек. Вот он даже уже выиграл что-то, получил в жизни эти деньги. И когда он даже в руках держа и понимает, что это неправда, это сон, да не может быть, да вот так вот, деньги этого не любят. Деньги любят, когда их считают, когда их вкладывают, да, когда деньги работают на себя. То есть, когда с ними взаимодействуют, может, даже пересчитывают и так далее. Но не сомневаются в них. Человек подарит вам счастье. Знаете, вот на самом деле здесь показывают не женщину, а девочку. Это то чувство, хоть вы такая и самодостаточная, и сильная женщина, но все же, да, здесь такое есть проявление самостоятельности вашей. И наивности, с другой стороны. И вот эта наивность, я говорю, как ребенок, как девочка. То есть вы почувствуете то состояние, когда, да, со мной рядом на самом деле сильный мужчина, что я могу вот стать, да, слабой, стать женщиной, почувствовать себя не, по крайней мере, здесь вот вас как закрутит круговорот, и я бы еще сказала, изменит ваше состояние или ваше отношение к противоположному полу. Вам раньше казалось, что все сволочи поганые, да, что все такие мрази. А вот сейчас, да, вам покажется, что все же есть настоящие мужчины, которые могут именно быть благородными по отношению к женщине и ценить женщину, да, ценить по достоинству, уважать ее как женщина. Даже, да, вот есть такие мужчины, которые расстаются, но они расстаются деликатно, красиво, да, вот именно пытаясь, стараясь не оставить именно какую-то боль там и так далее, да, вот как-то аккуратно, сглаженно. Это именно уважительные отношения. А есть вот именно по-сволоченски, да. А здесь вот на эту энергию вашу, знаете, это вот как розочка расцвела, и все хотят купить эту розочку или вообще иметь эту розочку у себя. Вот так же и вы, как роза расцвела с этим мужчиной. И на эту энергию, кстати, бывшая опять идет. Сразу вас хочется. Знаете, когда женщина успешная, или в женщине вот это вот проявляется энергия жизни, хочу еще жить, наслаждаться этой жизнью, сразу подтягиваться начинают все бывшие. Сразу начинают подтягиваться даже мужчины с какими-то
так сказать, может даже и выгодами, и альфонсы вот такого характера, когда видят в ней успех. Потому что они локаются вот на эту энергию. Вот здесь такая энергия, да, которая... Женщина, когда любит себя, здесь проявление женщины себя любит. И вот здесь она проявляет именно, что я люблю себя, у меня есть все. На эту энергию подтягивается мужчина, он начинает любить. В прошлом мог не ценить. В прошлом мог пользоваться, да, вот какими-то физическими утехами. Для себя, как эгоист. Что ее можно использовать туда-сюда, а тут нате вам. Она уже в отношениях, а у нее уже дети, а у нее же все растет и пахнет. Здесь, кстати, у вас с этим императором завяжутся не просто отношения, а отношения, которые, да, или что-то свяжет, или кто-то свяжет. Семья здесь образовывается, семья. Семья, у которой есть какая-то цель, общая цель. У вас, кстати, много будет интересов общих, вкусы общие. И даже что вам не нравится, то не нравится ему, этому императору. Вот так вот. Здесь очень много общего. Смотрим дальше. Ни о чем не думайте, просто слушайте. Я говорю, здесь опять показывает именно то, что ваши планы не все сбудутся, о которых вы планируете, но оно и лучше. Вы можете думать, что вот эти планы, которые вы хотите все реализовать, да, что они пойдут вам на пользу. Но нет, вам прям судьба здесь конкретно покажет, укажет, что хорошо, что я не взялась вот еще то делать или не втянулась во что-то. Вот прям наглядно увидите, что это могло бы вам принести разочарование, о чем бы вы могли пожалеть. А вот то, что вы успеете сделать, на самом деле повлияет на вас благоприятным образом, лучшим образом, может быть, даже перспективным. Здесь, знаете, старайтесь не хвататься сразу и за все. Это тоже как совет, потому что можете не доделать там, не доделать сям, в итоге, да, ничего не доделано. Лучше возьмитесь за несколько каких-то важных. Но хотя здесь будет так, что будет несколько вариантов, да, вы все же как-никак возьметесь только за те, которые нужны на самом деле. Вам будет, да, жалко, что вы то не успели, но потом со временем, пройдет время, вы поймете хорошо, что я и не взялась это делать. Да, к лучшему меня бы это не принесло. Или я хотела открыть магазин там с чем-то, да, а потом раз какие-то санкции, и магазин закрыли, и он не нужен, да, и так далее. И хорошо, что я в это не ввязалась. Ни о чем не думай, просто слушай. Что-то слово такое идет Сережа. Но я не привязываюсь к именам, к знакам, да, вот Сережа. Кто-то или у кого-то Сережа тут какой-то думает, вспоминает вас, да, хочет вас. Но человек пытается, да, по крайней мере, как-то к вам пробиться. Какой-то Сергей. Или же, да, вы не даете шансов какому-то Сергею. Хотя он ждет от вас шансов. Человек наблюдает, может, даже за вами, наблюдает, как вы отреагируете на что-то. Да, не с Сережей у вас будут отношения, я говорю, а с императором. Все бы вас да замуж, да, то чувство, когда хочется на такой женщине жениться, но ты не знаешь, что этой женщине можешь дать. Кстати, у вас будет проявление каких-то новых позывов таких, вот что-то новое, опять говорю, сделать, новые свершения. Будете действовать по новым правилам каким-то. Судьба вас так поставит перед фактом, действовать по новым правилам. И вам это понравится. У вас сразу же образуются новые цели, чего вам хочется достичь. Что-то даже, вот я бы сказала, из прошлого переделать по-другому, но в более современном виде. Или преподнести это более красивее как-то.
Здесь нарабатываются ваши какие-то новые навыки. Идет сюда слово девочка. Ну ладно, давайте скажем девушка, да, потому что как? Ну, может, да, ребенок кого-то чему-то научить. Может такое быть. Почему нет? Как подать идею, какой-то вам ребенок. Но вот давайте так, чисто по-человечески, да, у меня слово вот девушка, хотя идет слово девочка. Девочка, маленькая девочка. Может тоже быть. Просто подаст какой-то вам вот как направление, как подсказка. Или, может быть, что-то будет держать в руках, о чем вы, на что вы посмотрите и об этом подумаете. Но больше с человеческого плана, вот без потоков, без ничего, у меня почему-то слово девушка, без потока, да, девушка. Девочка, как... Ну, хотя все может быть, все в этом мире на самом деле может быть. Особенно, что касается всяких знаков, я уже на самом деле уже начинаю понимать все совершенно иначе, да, когда видишь какие-то такие вот картины. Просто хочется, да, слова сказать девушка, но это девочка скорее. Может, на улице где-то увидите чью-то девочку, да, с мамой стоит, а у нее что-то в руках, или что-то она вам говорит. Вот в этом есть смысл, большой смысл для вас. И вы пойдете из этого по новому пути развития. И при том вам это понравится. Смотрите-ка. Даже откажетесь от того, что раньше вы считали ценным. Гляньте, да. Сюда еще карту Иерофант вообще для завершения, да. Но нет, это открывает вам пути в будущее. Смотрите, как. Тут целая цепочка пошла. Здесь о направлениях ваших, которые вселяют в вас любовь. Да, какую-то заботу о себе. Притом это приносит какие-то плоды, выгоду вам. Да, вы действуете, вы заряжаетесь энергией, вы здесь именно наполнены позитивом, какими-то приятными положительными эмоциями. Вам хочется жить, вам хочется действовать. Вот так. Здесь даже, знаете, будете скакать, радоваться, танцевать вот в таком духе. Да. Что у вас все чики-пики, у вас все получается. Вот смотрите, какая красота. Загадайте сюда свое желание сейчас. Прямо на данную карту смотрите не конкретно на женщину, да, на общую прям картинку и загадайте свое желание. Здесь то чувство, когда у человека все получается, и ему хочется, например, делать больше. Здесь просыпается желание к жизни. Здесь имидж меняется ваш. Имидж, поведение, характеристика вообще в целом. Здесь уже, знаете почему? Потому что это все мысли. Как я часто говорю, мысли, да, это главная составляющая, это фундамент нашей жизни. Вот как мы думаем, так все вокруг и происходит. Даже о чем-то мечтаете, да, закладываете это так, что это уже есть в вашей жизни, что оно уже в ваших руках или в вашей жизни присутствует. И что вы на этот момент чувствуете, какие внутренние эмоции. И вот только тогда проявляются ваши желания в реальность. Тогда они случаются, эти желания, они исполняются. Даже лечат таким образом и болезни внутренние, тяжелые заболевания. Представьте, что вы здоровы, и как вы себя чувствуете, что вы делаете в этот момент. Шьете, вяжете, ходите в кино, танцуете и так далее. Все болезни в нашей жизни – это все психоэмоциональное, это мысли, это нервы и так далее. Да? Вот оттуда все болезни. Мысли, дальше стрелочка идет, болезни. Вот именно негативные мысли. Зависть. Зависть вообще приносит сложные заболевания, особенно по женской чакре.
разрешится вопрос в вашу пользу. Притом, знаете, резко, внезапно, даже отсеяв, отрубив кого-то. Не кого-то, даже, знаете, вот такое вот, не хочу тебя слушать. Вот я пошла своим путем, и раз, и сбывается мечта. Вот и еще карта, да, та, которая в первую очередь говорит о том, что ваша мечта сбудется. Все зависит от ваших мыслей, о том, да, как вы эти мысли наполните. Вот сейчас посмотрите на данную карту. Это вторая уже, да, карта или третья. Вот смотрите на данную карту, загадывайте желание, смотрите на общую картинку, не на звездочку, не на женщину, а на общую, да, в целом картинку. Загадывайте желание, и оно обязательно, это желание сбудется. Притом потом, после загадывания данного желания, почувствуете, что вы почувствовали, что как будто бы оно уже сбылось, это желание. Что вы чувствуете внутри? И тогда, да, желание точно сбудется. Смотрим еще. Здесь, кстати, желание сбудется после отсечения чего-то, но это не просто отсечение, но еще принятие, опять-таки, себя. Знаете, бывает часто в угоду кому-то мы отодвигаем именно свои какие-то приоритеты, планы, цели, да, в сторону. Будь это новые отношения, будь это еще что-то, знакомство с какими-то новыми людьми и так далее, да, мы отодвигаем. Мы сами того не понимаем, но потом мы понимаем, что мы были вовлечены там, мы давали энергию там или кому-то, а себе ничего не оставили. И почему мои желания не сбылось и не реализовалось? Да потому что я свою энергию сливала кому-то. Да, или вот за это надо брать плату. Вот реально. Да, даже общение с подругой. Вот по факту, по-нормальному, по сути, да, вот надо брать какую-то за эту плату. Да, подруга вам поплакалась, рассказала о чем-то, да, вот все вылила, вот за это надо брать плату. Будь то пирогами, там, да, сахарами, там, деньгами и так далее. Надо за это брать плату. То есть не то, чтобы это наглость, это энергообмен. Тот самый, что вы и ей помогли, и себе помогли. То есть должно быть в жизни оно по сути так. А вот кто только берет, но ничего не дают взамен, вот у них как будто бы все и хуже. Вот понимаете, доктор вас вылечил, да, и даже ничего платить не надо, да, по закону, например. Но вы все равно чего-то оставьте, хоть конфетку, чего-то оставьте. Поверьте, вам это вернется крупной монетой. Вам это вернется большим добром в жизни. И когда у вас будет какая-то сложная в жизни, на самом деле сложная, тяжелая ситуация, откуда ни возьмись, прилетит помощь. Вот за этот энергообмен, понимаете? Все в жизни оно так работает. Почему существуют чаевые? Да, иногда люди даже ругаются, почему чаевые там выпрашивают и так далее. Бывает, кто-то с этим не согласен, недоволен. Да, а потом у этого же человека, который недоволен этим, да, возникают какие-то в жизни на самом деле проблемы, которые он не может решить, и они усугубляются. Сделали вам добро, в любом виде вылечили вас, еще чего-то, помогли в чем-то. Всегда благодарите. Чем-нибудь, что есть в кармане, на счету, там послать, может, QR-кодом или как там у вас. Да. Как в Китае, все через QR-коды. И оплаты, и все. Здесь показывают момент такого, знаете, перерождения. Это не просто сбылась мечта, это та мечта, которая дала вам, знаете, вот тут мечта несет в себе... Вот человек хотел компьютер, он получил этот компьютер. Но это же не просто же, да, стоит себе компьютер и стоит. А он там стал что-то изучать, развиваться, может быть, какие-то компьютерные программы, стал кем-то, добился чего-то. Благодаря, по сути, если взять, разобраться от фундамента, да, подарку этого компьютера. Подарили компьютер. Вот здесь то же самое, сбывается какая-то мечта, и, скорее всего, это какая-то мечта, связанная с материального характера, может быть, даже и встреча человека какого-то, но это даст больше чего-то.
да, вот как компьютер, получила компьютер, а стала, не знаю, там, главным там IT-менеджером или разработала в этом компьютере какую-то супер-пупер программу, да, которая стала известна, знаменита, которая что-то в себе несет, приносит. Да, здесь дело о доходах, о популярности, о чем-то. Подарили камеру, стал знаменитым блогером благодаря данной камере. Ну, например, да, вот я говорю то, что малое, но несет в себе большее. Или, да, ваше желание не просто оно сбылось, да, оно несет в себе еще и какие-то перспективы на дальнейшее. Понимаете? Вот так вот. Все делается не просто так. Да? Случайности не случайно. Вот такой вот был у нас сегодня расклад. И огромное спасибо всем, кто был с нами сегодня на канале, кто поддерживает наше сообщество, наш канал. И до встречи в следующих видео на канале Ведаскара.